Описание дворца аварских ханов. Костенецким Я, 1837 год. Кроме поэтической стороны, замок этот поразил меня своей особенностью от всех доселе виденных мной кавказских строений и своим большим сходством с нашими европейскими зданиями. Представьте себе большой четвероугольный двор, обнесенный с трех сторон высокую, толстую, на извести сложенную каменную стеною, которого четвертая сторона, идущая по краю пропасти, занята огромным строением. Вот вам план замка. В него входят узкими, полукруглыми воротами, над которыми вделаны медные дощечки с какой-то арабской надписью. Здание ханского дворца было уже полуразрушено, крыша во многих местах провалилась, и бывшая, как говорили, башня с левой стороны уже не существовала. Он будет длиною саженей 15 и высотою 4. Внутреннее его расположение тоже отлично от обыкновенного кавказского. Нижний этаж в передней части разделен на несколько комнат разной величины, которые все имеют выход в широкий коридор или сени, из подарок. А в верхнем этаже находятся 4 большие комнаты, которые, сверх обыкновения, соединяются между собой высокими дверями и имеют четвероугольные симметрически расположенные окна на двор. Это, вероятно, были приемные комнаты. На второй этаж всходят по узкой каменной лестнице. Находящиеся направо полукруглые ворота, или проход под строением, ведут на небольшой двор, на который дом с этой стороны выходит. Своими галереями, и здесь он уже в 3 этажа, это должно быть женская половина. По узкой каменной лестнице, ведущей с этого двора на галереи, я смело взошел в эти некогда заветные покои, и там увидел просто лабиринт комнат, которых расположение никак нельзя было понять, то маленькие конурки, то тесные коридоры, то большие и светлые комнаты. Одну комнату, которая, вероятно, была женской гостиной, я смерил. Она имела 16 аршин длины, 8 ширины и 6 высоты. Стены ее и пол, как и всех других комнат, смазаны гладко белую глиной, и потолок поддерживался посередине толстую продольную сосновую балкой, на которой лежало множество поперечных тоненьких перекладин, а сверх них уже сделан потолок из гладких и узеньких сосновых дощечек. Продольную балку поддерживал посередине деревянный толстый столб с упорами вверху, хорошо отделанный и с вырезками. В стенах поделано множество впадин, а в середине стен или по углам небольшие камины. Всех комнат во дворце более 30, не считая конурок.